мы продолжаем работу по разработке противоракового препарата, который уже мы начинали тестировать уже в 2022-2023 году, то есть получали разрешительные документы, произвели DVC наш препарат в Казахстане, а также провели первую и вторую фазу клинических испытаний. Это был первый этап, когда использовалась маленькая доза препарата. То есть сейчас мы увеличили дозу с 0,3 грамм, которая была разрешена в прошлом году. Сейчас мы уже делаем двойную 0,6 грамм per килограмм в комбинации с арсеником триоксида. То есть вот это клинические испытания происходят сейчас в Казахском институте онкологии и радиологии. Эта разработка, это как бы таргетная химиотерапия. То есть что происходит? Мы поражаем клетки, раковые клетки, которые активно поглощают глюкозу. Это факт очень хорошо известен, что при высоко злокачественные типы рака начинают активно поглощать глюкозу. С помощью именно вот такого таргетной вот этой терапии за счет активного всасывания глюкозы, используя биологию рака, мы используем для его супрессии и гибели раковых клеток. Это не только для Казахстана, это глобальная проблема. Вообще вот этот препарат, мы, конечно, изначально фокусировали на KRAS типы мутантных клеток, против которых нет лечения. Это самый злокачественный тип онкогена, и он где-то около 20% различных типов рака и является движущей силой злокачественной опухоли. Да. Поэтому здесь если это все сработает, то мы будем серьезный глобальный эффект. Поэтому наш этот патент, он у нас международный, он закрывает Америку, Европу, мы планируем. То есть, в принципе, проект очень серьезный. Эффект, он показал, что вот в контрольной группе все были у KRAS типа мутанты колоректально. То есть они все показали стабилизацию. То есть там было 5 пациентов, у всех была стабилизация. То есть опухоль не росла. У одного пациента получилось, что опухоль сократилась на 30%. То есть эффект большой при даже малой дозе. То есть поэтому, когда мы эти данные получили, то есть мы были очень рады, но это только начальный эффект. Это как бы только показывает, что возможность препарат будет работать, но нам надо довести дело до конца.